В здоровом теле здоровый дух, а чтобы быть здоровым, важно заниматься спортом. Коррекция осанки, сильное сердце и легкие, снижение веса. Во время плавания работают почти все группы мышц, а холодная вода помогает тратить дополнительную энергию. Буквально с минуты на минуту в столице откроется бассейн, куда смогут приходить взрослые и дети. Началось торжественное открытие с традиционного разрезания красной ленты. Мэр Сухума Беслан Эшпа и заместитель руководителя столичной администрации Автандил Сурманидзе осмотрели объект перед тем, как он будет введен в эксплуатацию, и поинтересовались, соответствует ли он нормам безопасности. Вы у нас, получается, на постоянной основе будете медиком здесь, да? Присматривать за то, чтобы все было хорошо. И те, кто тренируется, и те, кто пришли, как, просто поплавать, посмотреть, да? Да. Ну, Будем хорошо. контролировать все здесь. Очень Смотрите. хорошо, очень рады. Да, чтобы было здесь, люди достойно могли проводить время, вот, и нормально себя чувствовать. Александр Старошельский занимается плаванием с 6 лет. Каждый год приезжает в Абхазию с Камчатки на 3 месяца к своему любимому тренеру Арзадину Агарба. К сожалению, в спорт мальчика привел несчастный случай. У Саши черепно-мозговая травма. Врачи посоветовали плавание. Меня машина сбила. И что, плавание помогает тебе, да? Да. Где ты научился плавать? Я научился плавать на море. На море где? В Абхазии у нас? Да. Меня научил тренер Арзадин. Открытие этого бассейна ждали давно. Строительство объекта началось еще в советские годы, а открыт он был в 1980 году к Олимпийским играм в Москве. Во время Отечественной войны народа Абхазии объект пострадал и с тех пор не функционировал. В 2007 году столичная администрация сдала бассейн в аренду фирме «Аквастрой Инвест». На сегодняшний день ремонтно-восстановительные работы завершены. В бассейне прямо посередине была трещина, то есть он сломанная чаша, и поэтому очень долго это все длилось и очень затратно было. Бассейн предназначен как для учебно-тренировочных занятий, так и спортивных соревнований. Объект соответствует олимпийским стандартам. Его ширина 20 метров, длина 50 метров, глубина 2,5 метра. В бассейне 8 плавательных дорожек с пресной водой. За исключением социальных категорий граждан, посещение бассейна будет платным. 200 рублей дети, 250 рублей это участники войны и инвалиды, 300 рублей это граждане Абхазии и 400 рублей отдыхающие. А дети до какого возраста дети? Инвалиды-колясочники бесплатно. Но единственное, там, конечно, с ними кто-то их должен сопровождать. Дети с 6 лет. До 14. Для воспитанников детской спортивной школы будут выделены бесплатные часы. На данный момент бассейн не оснащен подогревом и, соответственно, сможет функционировать только летом, пока вода нагревается естественным путем. На сегодняшний день температура воды в бассейне 26 градусов. Чтобы он работал зимой, необходимо решить вопрос с подогревом. Мы подали заявку в энергосети с просьбой дать нам дополнительное электричество для обогрева. Заявку отклонили официальным письмом в связи с тем, что здесь на берегу с мощностями очень сложно. Но я надеюсь, что и общественность поддержит, и город поддержит, и мы сможем сделать его обогреваемым и зимой. В советское время жизнь на этом объекте кипела. Сюда приходили множество детей, работали 9 тренеров. Здесь воспитывали чемпионов. Культивировались тут плавание, водное поло и синхронное плавание было. У нас очень много отсюда вышло мастеров спорта, кандидатов в мастеров спорта, перворазрядников. Даже чемпион Европы у нас был такой Семен Белицгейман. Здесь он начинал, плавал, потом, конечно, его в Москву забрали, и он европейский чемпионат выиграл. Сборная команда Абхазии была. Объект адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Душевые, раздевалки и уборные также предусмотрены. Кстати, здесь планируют проводить спортивные соревнования по плаванию. В советское время был полноценный бассейн, проводились соревнования, есть даже вот трибуна
для того, чтобы могли бы приглашаться, значит, зрители. Я думаю, что возродить эту традицию будет хорошо. Первое соревнование здесь планируют провести уже в августе. Гугу Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.